В этнокомплексе «Сарабус» крымско-татарской молодежи показали документальный фильм студии «Кара Денас Продакшн» о выдающемся крымско-татарском и общетюркском просветителе Исмаиле Гаспринском «Терджиман». Трезво подмечая и достоинства, и проблемы европейского уклада жизни, Гаспринский был настолько впечатлен им, что по следам своего путешествия написал знаменитый утопический роман «Французские письма». Дав волю воображению, автор описал в романе мечту об идеальном обществе для своих соотечественников, фантастическую «страну блаженства», где европейские достижения цивилизации гармонично сочетаются с мусульманскими ценностями. С помощью фильма юные зрители смогли окунуться в эпоху выдающегося реформатора, познакомились с его идеями и помыслами, взглядами, которые остаются актуальными и сегодня. Я присутствовала на презентации этого фильма «Терджиман Бахчисарае», и меня поразил этот фильм своей информативностью и доступностью. Когда я увидела этот фильм, я поняла, что наши дети обязательно должны его посмотреть. И не просто вот так дома посмотреть и все, а мне очень хотелось, чтобы они подумали над этим фильмом. Поэтому пришла такая идея собраться вместе, обсудить. Картина нашла отклик в сердцах молодых зрителей. Они, затаив дыхание, смотрели фильм, над которым команда студии «Кара Денас Продакшн» кропотливо работала в течение нескольких месяцев. Опираясь на сохранившиеся исторические сведения, создатели документального фильма воссоздали дух того сложного для крымских татар времени. Было важно не просто показать фильм, его, в принципе, можно увидеть в свободном доступе YouTube. Было важно обсудить вместе с молодым поколением смыслы этого фильма, услышать их вопросы. Возможно, они как-то воспринимают по-разному мотивацию Исмаила Гаспринского, вообще немножко углубиться в мир Гаспринского, что он хотел сделать для народа, чего он достиг. Нам было очень важно вместе с молодым поколением погрузиться вместе в эту эпоху. И мы сегодня услышали и нашего историка, пана Алекса, который расширенно ответил на вопросы наших ребят. Гаспринский, конечно, это имя знают, наверное, даже и первоклассники. А вот чем он велик и чем он, так сказать, прославлен в истории народа, вот именно ответ на этот вопрос мы школьникам и попытались сегодня дать. И заслуга Гаспринского в том, что он сломал вот эту затор, который стоял на пути молодежи, что молодежь смогла получать образование. И в итоге что мы видим к концу жизни Гаспринского? Он, кстати, тоже это увидел своими глазами. Он увидел рождение этого нового поколения крымско-татарской интеллигенции, которая к моменту революции, когда эта империя рухнула и рассыпалась, она не была уже, представителем забитого, неграмотного народа. Это были люди всесторонне образованные, благодаря усилиям Гаспринского. И они смогли совершенно на равных включиться в события революции, в решение судьбы своей страны и так далее. Вот в чем заслуга Гаспринского. Ну и, конечно, еще один момент – газета. Показ фильма «Терджиман» был анонсирован на страницах инициативной группы «Бахтлы Балалар» в социальных сетях. Посетить мероприятие могли все желающие. Я хочу выразить огромную благодарность организаторам этого фильма, организаторам этого проекта и сегодняшнего мероприятия. Это очень важно — привить такими проектами любовь молодежи, желание учиться, получать новые знания. Не среднестатистические, скажем так, ставить себе цели, международные вузы какие-то и достигать этих целей. Сегодня прекрасное мероприятие прошло, мне очень понравилось. Главной темой сегодня был фильм о Исмаиле Гаспринском. Узнала новые аспекты его биографии. Не первый раз о нем слышу, и, конечно, на уроках в школе рассказывали, но сегодня больше погрузились, скажем так, в его биографию, в его мир, узнали о его мотивации для просвещения крымских татар, о его жизни и многом другом. Это мероприятие помогло мне лучше узнать культуру и историю своего народа, что, я думаю, очень важно для молодого поколения.